Отработка цикла борьбы с огнем началась с учебного места с возгоранием сухой растительности. Далее пожарные и спасатели продемонстрировали методику тушения пожаров при переходе огня на лесной массив и населенный пункт. Цель мероприятия – максимально отработать навыки, поэтому условия приближены к реальным. Много огня, дыма и спецтехники. В ситуации, когда есть риск перехода огня к домовладениям, подтягивается тяжелая артиллерия. Одними силами природоохранного ведомства здесь не обойтись, потому на помощь призвали пожарных. Предварительно была проведена углубленная теоретическая работа. Применить на практике участники учений должны целый комплекс мер по локализации возгорания. Кроме того, необходимо провести работу по предотвращению повторного распространения огня. Мы отрабатывали быстрость, бдительность, как тушить пожар правильно. У нас были стратегии, как тушить. И совместно с МЧС мы отработали. В целом в стране за последнее время пожары ощутимо ударили по лесному фонду. В республике ситуация, к счастью, более оптимистична. Тем не менее, мобильность и оперативность действий ответственных служб всегда актуальна. Дело в том, что у нас с 15 марта объявлено уже начало пожарного сезона, началось, и который будет длиться до 30 ноября. В этом году нами был объявлен пожарный сезон в начале года, потому что в первых числах февраля у нас было несколько возгораний в лесном массиве. В связи с этим, чтобы силы и средства Минприроды были готовы, поэтому пожароопасный сезон в этом году нами открыт 15 марта. Как отметил министр природных ресурсов и экологии, с поставленной задачей участники мероприятия справились вполне удовлетворительно. Это касается как скорости реагирования, так и слаженности действий. Лесные пожары чаще всего являются следствием человеческого фактора, потому населению следует быть внимательнее в обращении с огнем, не забывая об основных правилах безопасности. Несколько очагов пожаров, которые у нас были в феврале месяце, они возникли в лесном массиве. Мы предполагаем, что непосредственно люди, которые население, которое было в лесном массиве по сбору черемши, что они разводили вот эти костры, и за счет этих костров. Потому что погодные условия при минусовом градусе, я сомневаюсь, что могли возникнуть пожары в лесном массиве, если бы не был бы человеческий фактор. В последующем планируется продолжить работу по отработке действий в борьбе с лесными пожарами. Очередные учения планируется провести в горной части республики. Хамзат Костоев, Магомед Мальсагов, Наиб Сычоев, Вести Ингушетия.